Исянмесис. Мы с вами набрали уже много всяких структур, падежных окончаний, способов спряжения глаголов. Ну и настало время как-то немножко поговорить, что ли. Вот, например, помните вопросительное слово «кем»? Кто? В отличие от русского языка, в татарском языке это слово имеет еще форму множественного числа. Как оно может выглядеть, эта форма? Какой-нибудь кемлер. Кемлер. Кемгер. Вы помните, да, что раз на «м» заканчивается, уже все, уже «л» не работает. Поэтому кемнер. Поэтому, если мы зададим вопрос, уже проспрягав множество глаголов, там, придумав очень много всяких конструкций, словосочетаний, предложений, зададим вопрос. Бу кешелер, кемнер. Кто все эти люди? Давайте попробуем мобилизовать все, что мы можем уже о себе сказать, и хотя бы 2, 3, 4, 5 фраз создадим, чтобы что-то получилось законченное. Мы уже можем сказать, как меня зовут, где я живу. Ну, если нам потребуется что-то сказать о профессиональной деятельности, мы это добавим. Попробуем это сделать. Значит, в качестве, если вдруг кто захочет сказать о возрасте, потому что мы же можем говорить не только о себе, а о каких-то других людях. Вот мы познакомимся с таким словом «яш». Само по себе оно означает «молодой». И вот по-английски, когда спрашивают о возрасте, говорят «насколько ты старый?». А по-татарски спрашивают «насколько ты молодой?». Например, «тебе сколько лет?». То есть это и молодой, и годы в значении возраста. Не год, как протяженность, 365 дней или 6, а именно количество лет в жизни человека. Тебе сколько? Ну, соответственно, если мы говорим, что мне столько-то лет, мы говорим «меня», называем сколько лет. Мы с вами уже дошли, по-моему, до 20, да? Запишем те десятки, а, собственно, это единственное, что осталось, которые следуют за 20. 20 это как? Егерме. Егерме. То есть, по сути, 10 это ун, 20 егерме, 30 утес. 40, Крк. 50, Yes. илле, 60, Алтмаш. 6 это алты, Алтын. а 60 Алтын. Алтмаш. обмыш. 70 это жиде, а 7, то есть 7 это шиде, а 70. Житмеш. 8 это у нас Сиксен. сигес, а 80 сиксен. 9, Тогас. Тогыз. а 90 Туксан. 100. Юз. Далее сочетание 200, 300 и так далее. Берем просто число из первого десятка и добавляем слово 100. И у нас в одной из пословиц было слово 1000. Мэнг. Вот. Ну а там уже миллионы, миллиарды. Уже. Так же, да? Да, все так же. Если мы говорим про возраст, то мы говорим там минга или синга или сезге, называем количество лет и добавляем слово яш, которое означает год в значении Прожитый, наверное, ящи. возрастной год, да, Правильно. возрастной год. Возрастной год. Кроме того, это слово означает молодой.
Давайте попробуем. Ну, например, давай Дэвид, пусть нам расскажет о себе. Можно сказать, сколько лет. Секрет. Хорошо, ладно. Ну, можно сказать, там, допустим, 50. Все равно никто не поверит. Окей. Ну, Minga. Ille. Ёж. Яш. Minga. Ille яш. А как сказать, я живу в Казани? Дайту. Еш. Мин. Ешем. Ешем. Да, только сначала в Казани живу. Я в Казан. Казанда. Да. Ешем. А теперь спокойно, ритмично, вот все то же самое, прям плавно скажи. Меня зовут Дэвид, я студент, я учусь в университете, я живу в Казани, мне 50 лет. Minem isinem David. Min Ешем. Казанда. Сначала Казанда, Яшим. Казанда Ешем. Min студент. Уким. Да. Сначала Университета Уким. Минга или Яш. Как Вопросы? сказать, хорошо сохранился? Второгодник, что ли? Дурт Балавар. Хранить Сокланден? Нет? хорошо сохранился. Согласен. Нет. Яхше согласен. Когда был? А я даже сочинение. Нигерийский крем специальный. Рахмет, Дэвид. Людей. Минем исинем Арина. Мин Казанда яшим. Минга 37 яш. Минем ике бала бар. Анын исемнере Александра һәм Миша. Хәзер алар авылда яшилар. Мин кешеле ярдәм итәргә яратам. Мин татар теле Дмитрий Петров белән өйрәнәм. Минда? Минем исемен Эдуард. Мин Казанда яшам. Мин президентна аппаратта эшлим. Мин университетта яранам түгел. Как сказать, не учусь. Эрен. Мим. Мин университетта öğrenmeyim. Минда 50 яш. Мин 3 балалар бар. 2 улым, 1 кыз. Уф. Хорошо. Да. Да, единственный момент. После числительных мы множественное это не ставим. То есть просто Üç балам. bala. Да, üç балам бар. Бала. Шеп. Хәерле көн, кадерле дуслар. Ишәмисез? Минем исемем Динара. Миңа 27 яшь, мин Казанда яшим, һәм телевидениедә эшлим. Көн саен кешегә мин әйбәт янакларын, әйбәт яхшы янакларын әйтәм. Минем бар бер балам, кыз, анарга 4 яшь. Хәзер мин сезләр белән татар теленне изучаю, Телен, укыйм. татар телен. Татар телен укыйм, Да, öğrenем. өйрәнәм. Браво. Benim ismim Sergey. Mina 42 yaş. Min Kazan'da yaşım. Min kinoga barga yaratam. Min Mia 2 bala var. Mina, Балам. Min, Балам.
Балам. балам. Миңа. Миңа. Минем. Минем ике балам бар. Бүген мин сезнен белән татар теле өйрәним. Öğrenim. Мин моны бик яратам. Браво. Минем исемем Альфинур. Миңа 20 яшь. Мин Казанда яшим. Мин университетта журналистика факультетында укыйм. Мин рәсемнәр ясарга һәм җырларга яратам. Всё. Булды. Браво. Смотрите. Ресем – это картинка. Картинка. Мин би алам. Ясарга – это вот как раз тот самый глагол, который означает делать в значении производить, изготавливать. Поэтому, и так как повелительное наклонение здесь йоса, то йосим. Я рисую. Если я люблю рисовать, мин ресем ясарга йоратам. А если я люблю рисовать, а если просто я рисую, мин ресем йосим. Вот, еще у нас прозвучало... Делать что ли? Жерларга – это что? Петь. Петь. И в повелительном наклонении вот так. Поэтому я пою мин жерлейм. Мин жерлейм. Можно сказать мин жерларга яратам. Я петь люблю. Или просто я пою мин жерлейм. А ресем – это картина, картинка. Кирилл. Минем исемем Кирилл. Мин 41 яш. Мин Казанда яшим. Мин тарихчи, дизайнер һәм реставратор. Без Татарстанда яшибез һәм ике телдә сөйлибез. Һәм бүген без татарча өйрәнәбез Дмитрий Петров белән. Пойдет? Вы услышали одно из названий профессии с таким словом? Исторически, да? Я надеюсь, что правильно его сконструировал. Это история, да. Значит, историк у нас... Тарих. Тарихчи. Тарихчи. Мне так подумалось, наверное. Да. Правильно подумалось. И, в принципе, когда мы можем взять какое-то существительное, какую-то основу и, добавив соответствующее окончание, получить человека, который этим занимается. Вот эта история. Какие-то слова, ну, в принципе, или заимствованы из русского, или из английского, или какие-то вообще международные по происхождению. Поэтому там можно особенно не заморачиваться. У некоторых есть аналоги. Какой? Студент. Студент? Ну, студент. Так. Да. Окей. Не студентче. Укучи. Нет. Здесь нет значения, что человек чем-то занимается. Студент – это уже самодостаточное название статуса человека. Пожалуйста, Эльза. А вот слово «шагальнанам» есть такое ведь? Да. Как переводится оно? Заниматься чем-то. Вот, значит, подходит. Минем исемем Эльза. Миңа 32 яшь. Мин курчак ясау белән шөгыльләнәм. Мин гаиләм белән Казанда яшим. Минем
улым һәм кызым бар. Аларга 8 һәм 3 яшь. Мин татарча сөйләшергә, өйрәнергә телим. Рахмет. Правильно, да? Вот это вот, на первый взгляд, замысловатое слово означает заниматься чем-то. Я занимаюсь. Значит, мы пишем чем, добавляем после лог блян. Допустим, я занимаюсь спортом, да? Мин спорт блян шугеленем. Я занимаюсь йогой. Мин йога блян шугеленем. Ну и так далее. Чем вы занимаетесь? Буквально вы с этим занимаетесь. Шугеленем. Ну и спрягается, как все остальные глаголы. Шугеленясен и так далее. Мы сейчас набираем, потому что на последних занятиях мы мобилизуем вообще все, что мы можем о себе сказать. Но делаем первые шаги. И кроме этого полезного глагола, когда мы рассказываем о себе, да и о ком-нибудь другом, кто чем занимается, есть еще один глагол, который нам пригодится. Вот слово «кызык» означает «интересно». Там, например, «буминга кызык». Мне это интересно. Это интересный. Вот здесь как раз тот случай, когда мы добавляем окончание «л». Кызыклы. Интересный. Например, «кызыклы китап». Интересная книга. И, кстати, глагол «укым» означает не только учиться, в смысле в учебном заведении, но и читать. Потому что исторически учиться значит читать. Так означало. Уки. Укаим, да, вот. Это в повелительном плане? Нет, это «м», это... Уки. А, повелительное просто «ук». Мин укаим. Я учусь где-то, там, например, в университете. Или же мин кызыклы китап укаим. Я читаю интересную книгу. Но с этим же корнем у нас есть очень полезный глагол, который тоже используется с послелогом «белян». Означает интересоваться чем-то. Я чем-то интересуюсь. Опять-таки сначала пишем «чем», добавляем послелог «белян», кызыксынам. Мин, чем, белян, кызыксынам. Я чем-то интересуюсь. Угу. Ну, например, я интересуюсь историей. Как сказать, Кирилл? Мин тарих Казахстан белән. Да, мин тарих. Сначала белян, а потом в конце глагол. Мин тарих белән Казахстан. Да. Ага. Глагол у нас всегда норовит попасть на самое последнее место. То есть субъект, объект интереса, белян и глагол интересоваться. То есть, когда вы будете рассказывать, а мы собираем воедино, мобилизуем такую автобиографию, можно сказать, все, что мы можем о себе рассказать, потому что лучше всего оседает в памяти то, что мы можем сказать о себе. Да, Дэвид? Тарик Белем это что? Тарих – это история. История. Окей. То есть, чтобы сказать «я интересуюсь историей», Кирилл говорит «мин тарих белян Казахстанам». Ну, Казахстанам, Казахстанасан и так далее. Спрягается все по стандартной форме, с которой мы с вами знакомы. Пополняем постепенно список наших глаголов. Их становится все больше для того, чтобы мы могли разнообразить тематику того, о чем говорим.
используя уже более сложные формы, более широкий словарь на самые разные темы. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.